Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на инклюзивной кухне «Да, могу». Участники этого проекта – это молодые люди с ментальной инвалидностью. Изначально целью проекта было научить таких ребят очень важным базовым бытовым навыкам готовки и самообслуживания. Но по мере продвижения проекта к нему присоединилось очень много интересных, талантливых, креативных людей, которые готовы вместе с нашей командой двигать его и развивать. И уже сейчас мы движемся к тому, чтобы открыть в Ижевске первые инклюзивные мастерские. Дорогие друзья, давайте начинать. Мы приветствуем вас на инклюзивной кухне. Давайте друг друга поприветствуем аплодисментами. Ребята, у нас сегодня с вами необычное занятие. У нас сегодня в гостях замечательные люди. Во-первых, это основатель школы шитья «Фабрика» Ксения Веретенникова. И идейный вдохновитель и создатель вилки Нина Булдакова. Как появился проект «Инклюзивная кухня»? Проект, честно скажу, наверное, появился достаточно случайно, как появляются, на мой взгляд, многие хорошие вещи. На самом деле есть родители взрослых детей, родители, которые понимают, что нужно занять чем-то своих детей. И таких детей достаточно много у нас в ассоциации, поэтому нам пришлось придумывать сначала занятость для этих детей, а потом уже родилась идея их совершенствования их профессиональных и бытовых навыков и умений. Инвалиды получают различные выплаты. И по сути проблема их занятости и проблема их развития – это дело их самих и их семей. Для чего этим заниматься? Таких вопросов на самом деле много в обществе. Инвалиды, им нужно работать. Для чего им нужно работать, собственно говоря? Вы и так получаете от государства все, на деньги налогоплательщиков. Но то, что не получает ни за какие деньги ни один из инвалидов, это понимание собственной социальной значимости. Так вот, эту социальную значимость, которая может быть реализована через профессиональные какие-то навыки, умения, через какие-то социально-бытовые навыки, умения, какая-то полезность и нужность в семье, она только приходит в результате какой-то серьезной трудовой деятельности. Также сегодня с нами профессиональный повар, человек, который нам сегодня поможет создать вкусные кулинарные шедевры, Вера Малых. Мы сегодня будем с вами готовить что-то очень вкусное, очень классное. И не буду долго занимать ваше время, передам слово человеку, профессионалу, который намного лучше знает, как рассказать и как преподнести. Вера, пожалуйста. Сегодня мы с вами будем готовить национальное блюдо удмуртов, башкиров или татар, кыстыбей или кыстыбы или кыстыбай. Все спорят и до сих пор не могут определить, чье это все-таки блюдо. Но скажем одно, что это вкусно и это интересно для приготовления. Ольга, один из пунктов проекта – это создать и отправить команду на конкурс Обилимпикс. Что такое Обилимпикс? Обилимпикс – это чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники нашего проекта примут участие в 5-м региональном чемпионате Обилимпикс 2021 в сроки с 28 по 30 сентября 2021 года. Мы готовим в рамках проекта команду из 6 человек для участия в данном конкурсе. И компетенции, которые мы будем участвовать, при приготовлении кыстыбы. Существуют разные степени, разные виды инвалидности. Какие люди с особенностями развития принимают участие в подобных конкурсах? По итогам проведения чемпионата национального по России в 2020 году основной категорией участников это были люди с ментальными нарушениями. Примерно 30-31%. В Удмуртской республике категория «ментальные инвалиды» в номинации, в компетенции поварское дело, гончарное дело до сегодняшнего дня не была вообще ни разу не представлена. Мы впервые готовим таких участников для конкурса. Друзья, мы готовы начинать. Вера, ждем твоей команды. Так, девочки у нас сегодня раскатывают тесто. Тесто мы, кстати, используем обычное пресное, для того, чтобы даже можно было это блюдо использовать в пост. Тесто раскатываем размером примерно диаметром сантиметров 15. А Нина и Кирилл у нас будут нарезать лук мелким кубиком. И Глеб у нас будет чистить и нарезать картошку.
У тебя есть семья, у тебя есть замечательная сеть студий, которых любят в городе, о которых все знают. У тебя все в жизни хорошо. И вопрос, зачем тебе этот проект, зачем тебе такие проблемы на голову и почему ты вообще, почему ты здесь? Почему проблемы? Со стороны это может показаться так, поэтому... Понятно. Нет, я на самом деле не отношусь к этому как к проблеме. Может быть, в этом как раз и ответ. Мне нравится принимать участие в таких проектах. Я чувствую себя социально причастной. Я думаю, что если все предприниматели станут немножко социально ответственнее и смогут помогать, выделять свободное время, здесь на самом деле ведь больше про свободное время, то наш город будет, не знаю, не то что чуточку лучше. В общем, это кроется где-то здесь в предназначении, в том, что есть какие-то обязательства. В том-то и дело, что если у тебя все хорошо, нужно делиться этим. Продолжая тему, вопрос. Когда тебе предложили поучаствовать в этом проекте, как это произошло, какие у тебя были эмоции и мысли по этому поводу, потому что это на самом деле тема для некоторых неизвестная, для некоторых пугающая. О чем ты думала, когда тебе предлагали? У меня была благодарность, прежде всего, что мне оказывают такое доверие и дали возможность поучаствовать. Больше, наверное, сначала благодарность, а потом ответственность, чем я еще могу помочь, чтобы это не выглядело чрезмерно пафосно, потому что некоторые, мне кажется, это очень граничит сейчас. Все, что связано с благотворительностью, люди думают, где же тут выгода. Я должна обязательно либо отмывать деньги, либо что-нибудь еще. Это не пойдет в кадр. Но это не точно. Но это не точно. И вопрос, который волновал меня больше всего. Тебе не было страшно, что эти товарищи тебе разнесут здесь все дорогостоящее оборудование, что-нибудь порежут или сломают? Потому что, когда я вижу таких людей, и многие люди на улице, иногда невольно возникает мысль, что такой человек, возможно, не всем понимает, что делать, и нам трудно относиться к ним, как к обычным людям. Были у тебя какие-то страхи, какие-то сомнения, когда ты впускала этот проект, этих ребят сюда, к себе? Естественно, я ведь живой человек, но мне, возможно, помогло, что у меня маленький ребенок, ему 1 год и 4, и я примерно, то есть я вообще стойко отношусь, я как-то, видимо, себя потренировала, и все, что разбивается, все, что ломается, это всего лишь вещи. Самое главное, я переживала больше, как бы ребята не нанесли травму себе. Точно так же, как за ребенка. Но очень важно, чтобы как ребенок получал свой опыт, и именно он получает свой опыт, а не я. Мне родители уже когда-то подарили возможность получить опыт. То же самое, мне кажется, и у ребят. То есть они в условиях абсолютно бытовых. То есть здесь нет профессионального оборудования, здесь именно бытовое оборудование, как у всех дома. И, собственно, техника безопасности не отличается от домашних условий. Лук нарезан, картошку мы тоже почистили. Что мы делаем дальше? Теперь мы обжариваем лук и отвариваем картофель. У нас есть непревзойденный мастер жарки лука. Это Антон. И сейчас он покажет мастер-класс, как это делать красиво, технично и правильно. Ксения, когда ты создавала курсы шитья, ты могла представить, что в один момент места в твоей школе займут ребята с особенностями развития? Нет, конечно, я этого не могла представить. Вообще плохо представляла, что из этого выйдет. Но в процессе развития я поняла, что миссия нашей школы именно в том, чтобы раскрывать таланты. И это неудивительно, что эти ребята оказались у нас. У некоторых людей есть какая-то внутренняя тяга к тому, чтобы помогать людям с инвалидностью или людям, у которых, возможно, мало что из жизни. Для кого-то это момент, который нужно внутренне осмыслить и перебороть. Вот для вас это история про какое-то внутреннее стремление или про осознание?
Я думаю, что к нам в школу приходят преподавать люди именно со стремлением передавать свой опыт и делиться тем, что они имеют. То есть их настолько это все переполняет, что они хотят этим делиться. И поэтому неудивительно, что у нас как-то это все легко, само собой сложилось. Спасибо. Инклюзия. Что это для вас? Это стирание границ, да, во-первых, в наших умах, в первую очередь в себе, да, чтобы мы не ставили рамок ни внутренних ни для себя, да, никаких преград для того, что мы можем делать, для того, что мы можем совершать. Если применительно к нашей школе, то кого мы можем учить, кому мы можем передавать свой опыт. И то же самое, не ограничивать возможности людей, которые хотят чему-то научиться и хотят чем-то заниматься. Наши замечательные вкусные поджаристые лепешки уже готовы, и теперь нам нужно разобраться с начинкой. Давай. Ирина, доброе утро. Доброе. Так вышло, что в соседней комнате сейчас проходят занятия наших ребят. У меня логичный вопрос. Как вообще можно с ментальными инвалидами заниматься подобными вещами, развивать такие навыки? И как вообще проходят ваши занятия? Вы знаете, как оказалось, с ними заниматься достаточно легко. Легко почему? Потому что ребята очень искренние, ребята очень хотят. И мы занимаемся с ними как с обычными детьми. Единственное, конечно, что бывает, когда мы приходим на следующее занятие, это что ребята забывают, как правильно делать что-то, да, последовательность изготовления изделия. Но когда ты начинаешь им рассказывать, что, ребят, мы сегодня будем делать то-то, то-то, руки вспоминают сами, и они делают очень качественные изделия. И нам очень нравится с ними работать. Наш проект направлен на то, чтобы научить ребят таким базовым, очень понятным бытовым навыкам. И вот если мы готовку можем таким навыкам причислить, то с гончарным искусством мы так сделать не можем. И такой вопрос. Что вообще двигало вами? Почему вы решили заняться этой темой? Для чего это вам вообще нужно? Для чего это нужно? Все мы с вами знаем, что глина – это природный натуральный материал, и работая с глиной, ребята успокаиваются где-то, да, нервная система начинает работать более стабильно. Это мелкая моторика, которая взаимосвязана с нашим мозгом. И мы считаем, что данной категории детей это очень необходимо и очень важно. Если даже не для профессиональных навыков, для их внутреннего состояния, для их физического, психологического развития. И мы очень рады, что мы в этом проекте, и надеемся, что кто-то будет дальше творить, потому что задатки и талант есть у многих ребят. И что они будут делать изделия и на продажу, и что это станет их профессией. Что такое инклюзия? Инклюзия для меня лично – это про равенство. Про равенство не только людей с инвалидностью, но и про равенство их семей. Поскольку каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешный.
И родители ребенка-инвалида здесь не исключение. В большинство семей вообще на самом деле не застрахованы от этой истории стать родителями ребенка-инвалида. И большинство наших родителей, как правило, не ожидали рождения таких детей, и им пришлось пережить определенный этап жизни для того, чтобы принять этого ребенка, для того, чтобы найти смысл жизни в этом ребенке. И поверьте, таких любящих родителей, как наши родители детей-инвалидов, найти сложно. Поэтому инклюзия для меня прежде всего – это равенство. Равенство и здоровое отношение к людям с инвалидностью и к семьям.